В эфире программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Стоимость перевозок через реку Лену на воздушных подушках возросла почти в 2 раза о вынужденной мере. В столицу Алмазного края прибыл герой России Александр Колесов в рамках молодежного музыкального патриотического фестиваля «Мирный поет о мире». Расскажем подробнее. До 500 тысяч рублей могут получить якутяне при заключении социального контракта. Расскажем, кто имеет возможность заключения такого контракта. Полярные волки завоевали серебро на турнире «Золотая нерпа» в Улан-Удэ. Подробнее о соревнованиях. Благоустройство парков, скверов и общественных пространств города Нерюнгри в этом году выходит на новый уровень. О подготовке парка к зимнему сезону. Стоимость перевозок через реку Лену на воздушных подушках возросла почти в 2 раза. Теперь за проезд в одну сторону пассажиры вынуждены платить по 5000 рублей с человека. Такую индексацию перевозчики объясняют рядом обстоятельств, характерных для межсезонья. Подробности знает моя коллега Саргалана Неустроева. На неделе стоимость проезда на хивусах, они же суда на воздушной подушке, возросла в 2 раза до 5000 рублей. Собственно, как в прошлом сезоне и в прошлом году уже вполне нормальная практика. Обуславливают это перевозчики тем, что на линию в этот период выходят целых 2 плавательных судна. Это сами хивусы и аэроботы. Ну и кроме того, в межсезонье возрастают расходы на содержание судов. А раньше же было то, что тут на хивус 2 с лишним платите, потом, когда пересаживаетесь на аэробот, тоже 2 с лишним, и в итоге все равно получалось 5. Так это такая цена и осталась. У нас мы и там, и тут просто вы оплачиваете 5000, там капитан за эту сумму оплачивает там половину суммы, то есть туда дает. А все остальное у нас все так же. 3-й год уже одни и те же цены стоят. Итак, резюмируя, по факту стоимость проезда на хивусе так и не возросла. К тарифу автоматически прибавили цену за перевозку на еще одном судне. Маршрут 1 оплатят люди за услуги 2 капитанов. Вот что про такое ценообразование думают сами пассажиры. Дорого. В прошлом году ездили? Да, ездил. Сколько было по цене? Тоже 5. Нормально, ненормально? Нет, конечно. Дорого? Дорого. Какая нормальная. В Москву можно лететь по субсидированным билетам за 5000. Сейчас по маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют порядка 25 судов на воздушной подушке и еще 10 аэроботов. Нашумевшая компания «Сулус» на линию в этом сезоне так и не вышла. Получается, что конкуренции нет, но и спекуляции с ценами Министерство транспорта региона не отмечает. Как сообщил глава ведомства Владимир Сивцев, совсем скоро цена на перевозку вновь упадет до привычной отметки. Мы полагаем, что в связи с уже установлением прочного ледостава, где-то, скорее всего, сразу тоже после праздников, возможно, даже в первых числах ноября, аэроботы уже привлекаться не будут, соответственно, тариф будет снижен. Впрочем, внимание Кабмина ситуация уже привлекла. Так, премьер-министр правительства республики Кирилл Бычков дал ряд поручений по оптимизации тарифов в период межсезонья и попросил разъяснить, на каких основаниях они повышаются. Прошу предоставить детализированный расчет этой суммы. Каждый литр топлива, каждая запчасть. После проверки, если расчет будет признан необоснованным, материалы направим в транспортную прокуратуру. В общем-то, работа навигации ежегодно привлекает к себе внимание общественности. Вспомните только весенние очереди на паромы, разборки конкурирующих частников и другие неприятные ситуации, которые разыгрываются на фоне напряженности в массах. А страдают, как правило, обычные люди, у которых и выбора-то по сути нет. Саргалана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск. Муниципалитетам региона поручено ускорить подачу документов для получения паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом заявлено на очередном совещании оперативного штаба вице-премьер республики Дмитрий Садовников. Подчеркнул, что в этом году процесс предоставления документов в адрес Ленского управления Ростехнадзора идет по новым детализованным правилам. Есть несколько нововведений. Поэтому нужно быть более ответственными, так как суровый климат может стать причиной технологических аварий и сбоев. Тем временем более 1000 котельных работают в штатном режиме.
Сегодня есть при получении паспортов готовности нововведения, и в свете этого есть, конечно, еще дополнительные требования, которые сегодня муниципальное образование должны предоставить Ленский Ростехнадзор. И коллеги с Ростехнадзора щепетильно и тщательно проводят проверку, но при этом есть хорошая новость, то что 24 муниципальных образования уже на сегодня получили паспорта готовности. Но по остальным 21 муниципальным образованиям работа продолжается. Якутия успешно завершила работы по лесовосстановлению. В текущем году в республике полностью выполнены мероприятия по региональному проекту сохранения лесов, входящему в нацпроект «Экологическое благополучие». Восстановление леса велось на площади более 9 тысяч гектаров. Комплекс мероприятий включал содействие естественному возобновлению, проведение ухода за молодыми деревьями, окашиванию, оправку и другие агротехнические мероприятия. По итогам лесовосстановительных работ площадь лесовосстановления на землях лесного фонда составила более 150 тысяч гектаров при плане 107 тысяч гектаров. До 500 тысяч рублей могут получить якутяне при заключении социального контракта. С его помощью можно открыть собственное дело или же развить подсобное хозяйство. Кто имеет возможность заключения соцконтракта и как он помогает на деле, расскажет Вероника Таюрская. Свое собственное дело Алексей Алексеев открыл 6 лет назад. Цех по производству мебели стал детищем его семьи. Время шло, и Алексей решил расширить бизнес. В этом ему помог социальный контракт. Субсидия, полученная от государства, позволила закупить необходимые инструменты и расширить ассортимент производимой продукции. По признанию Алексея, документы он собрал быстро и с первого раза. Написали заявление. Почти сразу все одобрили. И вот большое им спасибо хотелось бы сказать соцзащите. Купили инструменты, ручные в основном. Самые необходимые. И вот так дальше работаем. Я думаю, обратить внимание нужно на написание бизнес-плана. Надо тщательно сидеть и самому писать. Социальный контракт – это способ получить поддержку от государства для поиска работы, открытия бизнеса или же развития подсобного хозяйства. Сегодня этой мерой воспользовались более 4800 семей по всей Якутии. Кто же может претендовать на получение выплаты? Прежде всего, это люди с уровнем заработка ниже прожиточного минимума, в том числе многодетные семьи, граждане с ограниченными возможностями здоровья, неработающие пенсионеры, участники СВО и члены их семей. Какие документы необходимо предоставить для заключения социального контракта? Как и во всех организациях, попросят предоставить паспорт. Помимо него нужно прикрепить бизнес-план, документы, подтверждающие родственные отношения, справку, подтверждающую доход за 3 последних месяца, реквизиты лицевого счета. Они предоставляют нам свой бизнес-план, свои идеи развития. Мы заявление это принимаем, комиссия рассматривает. После подачи документов обязательно составляется акт жилищно-бытовых условий этого гражданина, проводится собеседование и обязательно они проходят тестирование на определение уровня своих компетенций в сфере бизнеса. Заключить социальный контракт можно через МФЦ, администрацию района или города, через портал госуслуг, а также в управлении социальной защиты населения. Социальные контракты, являясь эффективным инструментом реализации национального проекта «Семья», позволяют адресно поддерживать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Вероника Таюрская, Виктор Дьячковский, Якутск. В столицу Алмазного края прибыл герой Российской Федерации Александр Колесов в рамках молодежного музыкального патриотического фестиваля «Мирный поет о мире». Это событие, организованное администрацией Миринского района при поддержке компании «Алроса», профсоюзов и мэрии, стало значимым событием для местного сообщества. Все подробности далее. Приглашение Александра Колесова, первого бойца из Якутии, удостоенного высшей награды государства, стало логичным шагом в рамках фестиваля, который направлен на поддержку патриотического духа среди молодежи. Свой визит Герой России начал с посещения волонтерских штабов «Мирные руки ангела» и «Мы вместе». Эти инициативы активно развиваются в Алмазном крае с первых дней мобилизации, получая поддержку от местной администрации. В ходе визита Александр встретился с волонтерами, которые
которые рассказали о своей работе и о том, как они помогают военнослужащим и их семьям. Я увидел сплоченность жителей Мининского района всем миром. Кто-то вяжет маскировочные сети, шьют антидроновые накидки, дождевики, там, теплые вещи для бойцов, которые находятся в госпиталях. Все очень продумано, все очень качественно. И главное, я посмотрел, отчеты показали, они очень в больших объемах делают. И благодаря авиакомпании «Алроса», оказывается, им бесплатно перевозят до Москвы, а оттуда уже легче логистика устроена. Поэтому помощь от жителей Мининского района, которые находятся на СВО, получают своевременно и очень оперативно быстро. Визит героя стал ярким акцентом и для студентов Мирнинского регионального технического колледжа. В ходе общения он поделился своими воспоминаниями о начале специальной военной операции, о буднях и драматизме, с которыми сталкиваются наши земляки на фронте. Студенты с интересом слушали его рассказ, задавали вопросы и делились своими мыслями. Я был рад их увидеть. Они все-таки наши герои, наша опора. Надеюсь, что в скором времени все наши солдаты, все бывшие ученики вернутся домой целые и здоровые. Герой России также посетил Центр беспилотных летательных аппаратов, где познакомился с ребятами, обучающимися управлению БПЛА. Это новое направление в образовании, которое открывает перед молодежью множество возможностей, вызвало у Александра Колесова большой интерес. Анна Васильева, Мирный. В военном учебном центре СВФУ проходит осенний отбор для прохождения военной подготовки по программе «Солдат запаса». Ее участниками могут стать студенты очного обучения бакалавриата и специалитета. Подробнее о работе военного учебного центра расскажет Тимур Колмогоров. Вникая в теорию и оттачивая навыки на практике. В военном учебном центре, открывшемся в 2022 году, сейчас учатся более 200 студентов по программам «Сержант запаса» и «Солдат запаса». Здесь они без отрыва от основной учебы изучают все – от военной тактики и медицины до азов огневой подготовки и защиты от радиационного, химического и биологического воздействия. Сначала я вообще 17 лет хотел сюда поступить. У меня в первом курсе в 17 лет пришел, но сказали, что сюда берут только с 17 лет, с 18. Из-за чего я уже будущий год, уже в 2024, уже на втором курсе уже сюда поступил. Тут преподаватели хорошие, у них есть хорошая квалификация, приобретаешь за хорошие навыки. В первую очередь, это, конечно, теоретически, потому что мы тут обучаемся за партами, и практики иногда проходят. Чтобы стать участником программы, студентам необходимо пройти нормативы по физической подготовке, врачебную комиссию и профессиональный психологический отбор в военном комиссариате. Помимо этого, им необходимо показать хорошую успеваемость в учебе. Примерно уже год обучаюсь. Это более выгодно, потому что здесь, если так суммировать, обучаешься всего лишь 90 дней, а на срочной службе 1 год. Я вот кинул в голове и решил сюда пойти. Обучение проходит раз в неделю с 8 утра до 17 вечера и длится 1,5 года. Завершающим этапом является выезд на учебные сборы в войсковую часть на 30 дней для практической подготовки. Особенностью прохождения военной подготовки студентов в военном учебном центре является то, что после окончания успешного окончания обучения в военном учебном центре, а также завершение обучения в университете, когда ребята получают уже диплом о высшем образовании, им присваивается соответствующее воинское звание, выдается на руки военный билет, и они все зачисляются в запас без прохождения срочной военной службы. В этом году военную подготовку уже прошли первые студенты военного учебного центра в количестве 2 взводов, которые готовы встать на защиту своей родины. Осенний отбор продлится до декабря месяца. Тимур Колмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. А в общежитии СВФУ открыли пространство для детей. Интересно, используя здесь могут провести время чада студентов и преподавателей университета. Обустроить площадку удалось благодаря победе в грантовом конкурсе Росмолодежи. Подробности в следующем материале.
Северо-Восточный федеральный университет – лидер Дальнего Востока по количеству студенческих семей. Сейчас в СФУ обучаются больше 600 человек, совмещающих учебу с воспитанием детей. Это нелегкий труд, поэтому университет предлагает всестороннюю помощь – от материальной до психологической. Но совершенству нет предела. Так и появился проект «Моя семья. Мой СФУ». Мы, как управление студенческим развитием, работаем для того, чтобы наши студенты развивались, чтобы у них и было время на личные свои жизни, ну и, конечно, развивать себя всесторонне. Проект «Моя семья. Мой СФУ» является одним из главных проектов нашего общего комплексного проекта «Точка роста Север», который был выигран, поддержан российской Росмолодежью. И вот один из результатов – пространство для детей в общежитии. Здесь можно порисовать или занять себя развивающими играми, полазать по шведской стенке или просто отдохнуть на мягких креслах. Ребята уже облюбовали площадку. По коврику уверенно ползет 9-месячная Лилит. Ее улыбчивая мама, студентка филологического факультета, знает точно, что здесь они будут частыми гостями. В общежитии в 4 стенах ребенку неинтересно сидеть, поэтому вот будем сюда приходить. Да, и понравилось. И с другими детьми интересно смотреть на них. Руководство университета убеждено – это только начало. Планы по поддержке семейных студентов в СФУ грандиозные. Есть планы по открытию таких пространств в учебных корпусах, чтобы тоже вот, когда приходит на учебу, на 1,5 часа на время одной пары, чтобы оставить ребенка и пойти отучиться, сходить на пару, потом вернуться за ребенком. Есть идея привлечь к этому делу, чтобы стали воспитателями студенты педагогического института, института психологии, чтобы проходили там практику, и чтобы постоянно там практика чтобы шла, и чтобы уже набирались опыта работы с детьми. С июля этого года понятие «студенческая семья» закреплен законодательно, а такие семьи выделены в отдельную категорию со своими мерами поддержки. Быть молодым родителем все еще ответственно, но уже не так страшно. Ржена Гармаева, Аэлита Махно, Якутск. В школах Якутии возобновили систему медицинского обеспечения обучающихся. По инициативе народных депутатов Якутии с 1 сентября текущего года школьная медицина официально вернулась в систему здравоохранения. Главная задача возвращения медиков – профилактика заболеваний, вакцинация, организация регулярных профилактических осмотров и своевременное предоставление экстренной медпомощи. Возвращение снизит нагрузку на республиканский бюджет благодаря перераспределению расходов на выплату заработной платы за счет средств ОМС. Появится возможность воспользоваться финансовыми инструментами программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медработники смогут сохранить существующие социальные гарантии, льготы и профессиональный статус. Жители Якутии получили уникальную возможность прикоснуться к оперному и балетному искусству. Благодаря фестивалю «Чайковский Фест Якутск» он стартовал 17 октября. В ходе фестиваля прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр культуры республики, руководство театра и фестиваля, организаторы из Санкт-Петербурга и Москвы, а также солисты Мариинского и Большого театров. На встрече обсудили популяризацию академической музыки, доступ к классике для жителей республики и поддержку молодых талантов. В рамках фестиваля прошли творческие вечера, мастер-классы и спектакль «Щелкунчик». Финалом станет гала-концерт, который пройдет 31 октября. Этим фестивалем мы отдаем дань и долг, как музыканты, великому имени гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского. Я хочу еще раз застолбить свое сообщение о том, что каждый день в каждом театре идет постановка или оперы, или балета Петра Ильича Чайковского. Какой гениальный композитор жил, какое гениальное творчество оставил он нам, его наследникам, которым мы сегодня радуем всех наших любимых зрителей. Соприкоснуться с истоками национального инструмента. В Якутске на базе Национального театра танца прошли мастер-классы по изготовлению и игре на якутском струнно-смычковом инструменте со струнами из конских волос. Подробнее об этом расскажет Лилия Бурцева.
В серии мастер-классов приняли участие 40 человек из разных районов республики. Курс состоит из изготовления инструмента и далее по обучению игры на нем. Обучающихся разделили на 3 группы – начинающие, продолжающие и группа методики преподавания. За все время проведения обучения музыкальным инструментом овладели более 1500 человек. Мастеров около 50 человек, которые изготавливают именно кылыгах кырымпу. Чем отличие от кырымпы? Если мы раньше говорили, кырымпа – это якутская скрипка, есть струны металлические, да, то кылыгах – это именно струны из конского волоса, которые передают именно якутское звучание. Готовим не только исполнителей, но и тех, кто будет обучать на инструменте. Конечно, мы начинаем с посадки, с постановки, потом звуковедения, да, и штрихи, все обучаем. Участниками мастер-классов по направлению методика преподавания игры на кыл-кылыгах также стали учителя школ. Они отметили, что в будущем, после того, как сами овладеют музыкальным инструментом, планируют обучать своих учеников. Я как начинающий, я еще ни разу не играла, приобрела инструмент, и первые азы, хочется сказать, что мы получили. Мы не только получили к игре инструменту, а еще и именно методики преподавания. Поэтому курсы получились очень качественные, на высоком уровне. В будущем обязательно будут обучение детей. В последнее время именно игра на традиционных якутских инструментах стала очень популярной. Играют дети, молодежь, взрослые. И мы хотим сказать, что мы являемся центром обучения на этих инструментах. Обучение на этих инструментах, она имеет свою методику, и правильно, грамотно играть могут обучать только профессиональные музыканты. Мастер-классы по игре на кыл-кылыгах будут и дальше проводиться в Якутске для всех желающих. Помимо этого, в ноябре театр танца планирует провести обучение по направлению якутская танцевальная культура. Лилия Бурцева, Аэлита Махно, Якутск. Юные хоккеисты показали свой уровень на масштабных соревнованиях в Улан-Удэ. Полярные волки завоевали серебро на турнире «Золотая нерпа». В составе команды выступали спортсмены 2017-2018 года рождения из Якутска и Мирного. Подготовка к соревнованиям проходила очень интенсивно. Тренировка у хоккеистов проходит по 6 раз в неделю. Во время занятий спортсмены работают над координацией и тактикой ведения игры. Турнир проводится 6-й раз в Улан-Удэ. Уровень команд хороший. Наша команда заняла 2-е место. В упорной борьбе проиграли команде из Иркутска со счетом 3-4. Ребята в себе сами мини-профессионалы. Они себя подготавливают уже начиная с раздевалки, начиная с гостиницы. Я только даю настрой, говорю какие-то им слова. Они уже настраивают сами себя. Благоустройство парков, скверов и общественных пространств города Нерюнгри в этом году выходит на новый уровень. Это стало возможным в том числе с началом реализации мастер-плана Нерюнгринской городской агломерации. Как городской парк столицы Южной Якутии готовится к зимнему сезону, в материале далее. Городской парк города Нерюнгри уже давно стал одним из излюбленных мест отдыха для жителей и гостей столицы Южной Якутии. После проведенной реконструкции в прошлом году здесь стало еще комфортнее, еще уютнее, и постоянно ведется работа над наполнением отдыха жителей Нерюнгри какими-то событиями, которые проводятся здесь на регулярной основе. И сейчас идет активная подготовка к открытию зимнего сезона. Новый подход к благоустройству общественных пространств города Нерюнгри реализуется с созданием и началом работы дирекции парков и скверов, объединившей пока 8 объектов. И благодаря проделываемой работе Нерюнгринский парк вошел в 8 лучших парков среди малых городов первой всероссийской парковой премии. У нас на данный момент уже установлена зимняя горка, которая соответствует всем ГОСТам, и дальнейший монтаж будем производить ее в течение ноября.
когда будут соответствующие пониженные температуры и определенное количество осадков снега. Начали проводить подготовительные работы к установке нашей главной елки нашего парка, которая будет установлена также к началу декабря. Будет немножко новых, так сказать, штук на этой елке, которые будут сюрпризом для наших горожан. Вот, немножко будем вносить новизны. И если днем в городском парке сравнительно немноголюдно, то в вечернее время, несмотря на прохладную погоду, многие горожане приходят целыми семьями отдохнуть, подышать свежим воздухом и приятно провести время. Погода шикарная, обстановка веселая, народу много, здорово. Отличное настроение, пришел с семьей. Вот моя жена, вот мой сын. Отлично, отдыхаем, гуляем. Городские скверы становятся не только местом отдыха и прогулок, но и центром культурной жизни города. И в будущем руководство и команда дирекции парков будет внедрять в жизнь новые идеи, чтобы предоставить возможность горожанам с комфортом отдыхать здесь круглый год. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.